Сегодня с утра учебные заведения по всему Крыму получили сообщения о минировании. Это были анонимные письма, пришедшие на электронную почту. К школам и вузам сразу подъехали правоохранительные органы, пожарные машины. Ученики и студенты были эвакуированы. Внимание, общая эвакуация. Всем немедленно покинуть здание. Общая эвакуация. Всем немедленно покинуть здание. 10 часов, около того, резко. Даже не голос самой вот этой вот сигнализации, просто сказали, что нужно выходить, что это не учебная тревога. Мы сидели на паре, быстренько все выбежали, постояли буквально несколько минут за забором, и потом нас сразу отпустили. В результате власти некоторых администраций городов приняли решение отменить занятия. Письма о минировании поступили в учебные заведения Симферополя, Судака, Керчи, Алушты, Севастополя, Феодосии, Евпатории, Бахчисарая, Советского района и других. Студентам КФУ в крымской столице не повезло еще больше. После университета сообщение о минировании поступило и на адрес студенческих общежитий. Студенты оказались на улице под снегом. Приехала полиция, ждем кинологов. Студентов эвакуировали, кто-то уехал домой, кто-то ушел гулять. Ничего пока не говорили, охранник всех сопроводил к выходу, все тихо, мирно вышли и спокойно стояли, ждали известий о том, что происходит, что случилось. Да нет, это не было сильно страшно, это было, скорее всего, напряжно. Да и, в принципе, нас наконец-то выгнали на улицу погулять. Погода, конечно, не очень. Погода вообще не очень, если честно, для гуляний, столовые все забиты и так далее. Но, в принципе, это наша безопасность, поэтому мы будем соблюдать все меры, которые нам сказали. Глава Крыма Сергей Аксенов поспешил сообщить, что анонимные сообщения поступают из-за пределов Крыма. Информация о минировании ни в одном учебном заведении не подтвердилась, но сообщениями о массовом минировании займется Следственный комитет.